Новое радио. Всем еще раз добрый вечер, дорогие друзья. И как мы обещали, у нас в гостях известная, талантливая, прекрасная актриса театра и кино Мохпайкар Йорова. Добро пожаловать к нам. Спасибо. Добро пожаловать. Как вы себя чувствуете? Ой, вы знаете, выйдя с работы с театра, я настолько торопилась, что и несмотря на эти пробки, я таксиста попросила, если можно, быстрее. И вот слава Аллаху, что я рядом с такими красивыми, изумительными девочками. Спасибо большое, Апи Мохпайкар. Мы сегодня, кстати, обсуждали тему кино. Мы обсуждали фильмы, которые нам нравятся, фильмы, которые нам не нравятся. И так как мы дилетанты в этой сфере, естественно, как бы мы не будем это скрывать, да, есть такой грешок, мы решили это все обсудить с вами. Но вначале, знаете что? Мы вот сидели с девочками и вспоминали, что вы во всех фильмах, которые играете, вот одним взглядом, да, вот одним взглядом ваша фотография на нас смотрит. Я вот хотела узнать, есть такой момент, что вы, когда знакомитесь с кем-то, у кого-то дрожь идет по телу, потому что все такие думают, что Мохпайкар Нигину Амонкулову мучила, которая Руси Замунави мучила, на всех нас мучила. Да. Ну, Хубон, если честно, так взять, да, бывало такое, что приходили ко мне на работу, договаривались насчет съемок, как бы мягко со мной так поговорить, о гонорарах, все такое. У них был мандраж. Но когда они видели, что я открытый человек, я душой отношусь ко всем, кто ко мне приходит, я принимаю это нормально. Ну, факт то, что я не виновата, что я такая. В фильмах Хубон. В жизни нет. В фильмах я не виновата такая. Вот режиссеры почему-то увидели во мне эту стерву. И вот транслируют, да? Вот они виноваты. من میخواستم как раз پرسم که همین انتخاب خود شما بود همین ابراز یا که شما رو مجبور کردن و یا یگان فیلم نقش باختید و دیدید که همین چیز بهت خوب از اودای همین چیز میبرد. راستش بود همین خیلی حالتی که در یک فیلم نقش آفریدم 12 سال انتظاری و در اونجا در حقیقت خوشتومنی بی‌نهایت گنده بودم و از همان از عروس زمانوی اول کمی سر شد اونقدر بسیار نبود یعنی پیشنهادها نسبت این خیل نقش‌ها بعد 12 سال انتظاری کارگردانش محیدین مظفر بود بعد هوای ана ҳамин пешниҳодо сар шуд ки бояд хуштомани золим бошӣ бояд модари угай бошӣ бояд ин яъне медонед баҳсоям мешавад бо коргардонҳо ки мумкин нест як ҳунармандро фақат дар як амплуа истифода бурдан ҳунарманд метавонад худашро шиканад аммо режиссер вақте ки интихоб мекунад ки Мохпайкар ту ҳам хеле зани бад ҳастӣ ту бояд азобти келина ё ки духтари угая маҷбур мешӣ баъд ҳамин нақша офарӣ. худи шумо чӣ фикр мекунед дар ин бора? фикри шахсии шумо агар ба шумо интихоб медоданд ки интихоб кунед нақши худро? Медонед ман мехоҳам нақше бозӣ кунам ки ҳам яъне манфӣ бошаду ҳам мусбат яъне аз аввал то охира манфӣ шудан намехоҳам лекин бо вуҷуди он нақшое ки ман офаридам ба ман дар ҳаёт кӯмак мекунанд. Я хочу сказать, что мне очень сильно нравятся именно отрицательные роли, которые я смотрю, потому что мне кажется, что хорошего человека сыграют легко, все. Да. Это не оскорбляю никого, все, конечно же, молодцы, но я в целом думаю, что это довольно-таки сложно, когда ты играешь отрицательную роль, потому что тебя же все принимают так, потому что ты это транслируешь. Вот всеми нами любимый индийский фильм. Помните? Мугамбо. Все же его помнят. Да, конечно. Его, оказывается, даже когда награждали актера, всем принесли цветы, и у него не было зрителей, ему ничего не отдали, он говорит, я настолько хорошо сыграл свою роль, что люди думают, что я и в жизни такой. Но вы не такая, Апи Мохпайкар, мы вас очень сильно любим. Честно. Нет, я согласна с тем, что с Апи Мохпайкар работаешь, и все сильнее и сильнее влюбляешься в эту очаровательную женщину. Но у нас вопрос один к вам. Бывало такое, что во время съемок, так как вы работаете в театре,
театрах. А там же как спектакль ставится, и сразу вы выходите, отыгрываете театре, роль, да. да, в театре. Бывало такое, что вы забывали свой текст? Ой, ну, конечно, не без этого, не без И как вы этого. выходите? Вы знаете, это зависит тоже, когда кто твой партнер на сцене. Когда у тебя партнер хороший, вот пластилин, динамичный, друг друга мы понимаем глазами, когда идет импровизация, это оправдывается. Но если там действительно какая-то логика тоже есть. Логика должна быть прежде всего. И был такой случай, покойный Назирмат Мусоев, очень красивый актер был в Таджикистане, один из самых красивейших актеров. Вот мы с ним на сцене играем, он на меня смотрит: Байкар, гапиман чибут. Я говорю: акай Назирман, ма гапи худама намедуна машуа даю. И вот вы знаете, вот бывали такие ситуации, но мы выкручивались. Я же говорю, импровизация. Да. Все зависит от самого актера. Буд ҳолате ки аз ӯ дашт набаромадед. Не, худо шукри, Перед тобой актриса. Пайкар Ёрова. Акимов Пайкар, а вот на сцене чего вы больше всего боитесь? Вы знаете, перед выходом на сцену, когда у нас премьера, спектакль, когда зал полон зрителей, естественно, это вот волнение, это хорошее волнение. Ты, выходя на сцену, да, вот ты первый человек, который должен начать игру. У тебя мандраж, руки трясутся, внутри все трясется. Но потом идет расслабон. Ну, в каком плане расслабон? Я так, это жаргон. Мне нравится. Тут все свои. На чили, на расслабоне, говорит Акимов Пайкар. И вот после этого уже идет все хорошо. Естественно, когда зритель в зале, ты видишь эти глаза, и вот эти глаза смотрят, что ты будешь сейчас говорить, как ты это будешь говорить, как ты это преподнесешь. Естественно, мандраж всегда То бывает. есть страх присущий в любом случае, да, Да, несмотря да. на опыт, Да, несмотря на да, то, сколько да, лет да, вы да. выходите на Да. сцену. То есть это Это нормально. у всех актеров есть. Если актер выходит именно без волнения, это мое мнение. Если актер выходит без волнения, то я не считаю, что это талантливый актер. Согласна. Потому что мы любим нашего зрителя Да, очень. да. А вот смотрите, что насчет подарков? В любом случае, после спектаклей Да. вам дарят цветы, Ой, я какие-то люблю подарки. Что больше всего из подарков, которые вам подарили, вот больше всего вам понравилось? Или что вы любите, чтобы вам дарили? Вот я вам скажу, где-то 3 месяца тому назад у меня была премьера моноспектакля. И 50 минут я одна была на сцене. Девочки, я не ожидала, что зал будет полон. Был аншлаг. Мест не было. Я честно этого не ожидала. И когда я уже, вот последнее мое слово, там этот спектакль идет о женщине, которой изменяет муж. Это моноспектакль, я одна на сцене. Вот вы представляете, я играю воображаемым шкафом, воображаемой одеждой. Я все это разбрасываю. Я говорю, что я сейчас себя повешу, я убью. Ну, она хочет совершить суицид против того, что вот муж изменил ей. И в конце, когда я произнесла уже последнее слово, и опять же встаю на защиту своего мужа, и выбегаю на сцену, я просто потеряла дар речи тогда, когда весь зал стоя аплодировал. Сцена была полна цветов. Я просто не знаю, я вот сейчас я вам это рассказываю, у меня мурашки по телу. Мне настолько было это приятно, что значит, меня народ любит. Значит, мой зритель, мои поклонники меня любят. И когда, я говорю же, сцена была полна цветами, я все цветы раздарила. Именно сотрудникам, именно тем, кто был рядом со мной, именно тем, кто помогал. Даже были гости мои. Они мне цветы подарили, я им тоже подарила цветы. Но единственное, там были голландские алые розы. Это я оставила себе, да? Нет, их украли. Неожиданный поворот. Их, к сожалению, украли. И вы знаете, вот когда я увидела эти цветы, другие цветы мне уже не казались такими красивыми. Да, я всех стала расспрашивать, где эти цветы, где эти. И никто не говорит, что не знаем. А их культурно, красиво вынесли просто. Вот что обидно. Но так я люблю подарки, конечно. И я иногда своим друзьям
друзьям, близким, говорю, мне цветы не надо. Мне конвертик принесите, зачем цветы? Лучшие друзья девушек это бриллианты. Это Пимов Пайкар. мо пайкар шумо қайд кардед ки падарка гирифтанро нағз мебинед. Як барнома доштем пеш аз ин мо бо шумо савол дода будем ки мо пайкар бисёртар падарка гирифтанро нағз мебинад ё падарка карданро? Ман дӯстони наздикам ба туҳфа карданро дӯст медорам. Дӯст медоред? Бале, ростиш кадом сафари ҳунарие ки берун аз Тоҷикистон набошад, ҳатман барои ҳар як дӯсти наздикам ман туҳфае меорам. беҳтарин хислат аст вақте ки шахс ба ғайр аз қабул кардан боз падарка карданро низ дӯст медорад. Пимов Пайкар, помимо аплодисментов в свой адрес, вы слышали когда-нибудь критику? Ну, конечно. Как вы воспринимаете критику? Хубон, знаешь, я к критике отношусь нормально. Это нормально. Но это тоже зависит от того, кто тебя критикует. Если это человек, который действительно на уровне, даже выше тебя, его уровень по статусу, по интеллекту, по культуре, да, по истории, по всему, если он критикует, я это принимаю. Но если человек, который не понимает в искусстве ничего, ни в театре, ни в кино, и он начинает критиковать, естественно, я это мимо ушей пропускаю. Мимо ушей, или вы просто смотрите на него вот так? Вот как на этой фотографии, и он все понимает. Я думаю, что да, особо критиковать Пимов Пайкар не получится. Она просто на тебя посмотрит, все замечательно. Мне все нравится. Не, ростиш ман дӯст медорам вақте ки дар таҳлили филм ё дар таҳлили театр агар омада дӯстони худам бигзор душманонам ман биёну таҳлил кунам, ман қабул дорам. Ман ҳеҷ вақт ҷанҷол намекунам. Ҳастан одамои ҳунармандоне ки қабул надоранд, яъне ана ҳамин эроде мегирифтаи ман мисол ягон касро эрод гирам, не дуруст буд, ту нодуруст гуфтади, ту фикрат нодуруст. Хай хуб бошад, лекин ман қабул дорам, ман эродро қабул мекунам, чун вақте ки эрод мегиранд, ту ана ҳамун камбудии худатро ислоҳ мекунӣ ва аллакай беҳтару беҳтар мешавӣ. Бале. сарпарасти кули барномаи мо Ян Косметикс ҳастанд, чуноне ки шумо медонед ва ҳар дафъа мо такрор мекунем. Аллакай муддати 3-4 моҳ шуд ки мо аз ин маҳсулот истифода мебарем ва хело ҳам хурсанд ҳастем. шумо низ агар мехоҳед ки аз ин маҳсулот истифода баред, метавонед ки ба осонӣ ба инстаграми онҳо обуна шуда ин чизро бо нархи хеле ҳам дастрас заказ кунед ва истифода баред. Спасибо большое, Фарида. Да. Дорогие наши слушатели, напоминаем вам еще раз, что с нами очаровательная Мохпайкар Йорова. Сегодня мы говорим о теме кино. Да. И я, знаете, о чем хотела с вами еще поговорить? Вот мы до того, как вы пришли, с Фаридой спорили. Фарида говорит, что сейчас, на данном этапе, таджикское кино развивается очень сильно. А я сказала, не побоюсь этого слова, что нашему кино пора уже вставать с колен. Да. Как вы думаете, вот на чьей стороне вы? Я надеюсь, что на моей. Битва начинается. Ну, если так взять по сути, то кино наше, да, оно начинает подниматься. Вы знаете, недавно я была на премьере одного короткого метра, и я открыто сказала после этого фильма, где там уже пошли дискуссии, ну, был маленький банкет, там были все молодые режиссеры, и я сказала, я говорю, вы знаете, вы все снимаете фильмы для фестиваля. Пора уже снимать фильмы для народа. Я все понимаю, каждый хочет прославиться, но вы подумайте, меня Мохпайкар, как актрису кино, узнали именно по любительским фильмам. По тем фильмам, это Аруси Замунави, это Касригам, это те фильмы, которые крутятся в Ютубе. Значит, Ютуб – это аудитория очень большая, и она международная аудитория. Там нас смотрят не только наши земляки, там смотрят иранцы, афганцы, я не знаю, те люди, которые знакомы с историей Таджикистана, которые знают Таджикистан, даже русские, даже в Германии, в Америке, и они мне задают вопрос, а когда будет еще фильм? А когда еще будет фильм? Ну, это не зависит от меня. И действительно, надо кино наше уже поднимать. Ну, не, наше кино поднимается.
но очень медленно. ман вақте ки ин гапро гуфтам чиро дар назар доштам ки амин вақтҳои охир ҳамин кинои ишқ пул душанбе маска инҳоро дар телевизион нишон намедиҳанд албатта, вале дар ютуб дар инстаграм шахсан ман чуноне ки мебинам ҳамон одамоне ки маро иҳота мекунанд оилаи мо ҳамаямонҳо ҳамин филмҳоро дар ҳақиқат нигоҳ мекунанд ва бесаброна мунтазири ҳамон қисми дигари ин филм мешаванд. ман ҳаминро дар назар доштам ва дар ҳамин филмҳо мо мебинем ки аллакай ҷавонон низ бисёртар иштирок карда истоданд ва бисёртар завқ доранд. медонед ягона чизе ки маро камтар нороҳат месозад аз ин филмҳо ҳирфаӣ набудани он ҷавононе ки дар онҷо кор мекунанд, яъне дар филм нақш меофаранд ё ки филм мегиранд. филм кино худаш як нозукии худашро дорад, бояд ҳама мутахассис бошад дар онҷо. яъне ин не ки ман оҳанги худам месароям, худам бозӣ мекунам, ин умуман нодуруст аст. Навиҷон Пирматов як вақтҳои бачаи ҷавон буд, ҳозир вай он бачаи ҷавони аз аруси замонавӣ нест, яъне сину сол то ҷое меравад, яъне ҳамон набӣ ҳамон кор ягон дигаргунӣ нашуд дар он. барои ҳамин, барои он ки филмҳои мо хубтару беҳтар шаванд, мо бояд мутахассисҳоро даъват кунем. Бигзор филмҳои ана ҳамин шахсиям бошанд. Согласна, мы тоже об этом говорили, что сейчас стало очень модно звать, сниматься в фильмах почему-то не профессиональных актеров, а каких-то медийных в целом личностей. Это блогеры, это певцы, это там журналисты. Опять же, да, никого не хочу оскорбить. Но почему вот это происходит? Потому что у нас довольно-таки много профессиональных актеров, и эта сфера, если честно говоря, мы считаем, что действительно нуждается в финансировании. Да. Зачем раскручивать в социальных сетях, в таких же платформах, как YouTube или что-то еще, людей, которых и так знают, когда можно продвигать и звать на фильмы профессиональных людей, которые будут тянуть этот фильм, потому что эти фильмы, которые ранее, о которых говорила Фарида, ну, я думаю, что когда смотрят профессиональные актеры, актрисы, режиссеры, сценаристы, такое ощущение, что у них сейчас кровь пойдет из глаз. Вале, хубон ман гуфтаниам ки бояд ки актриса, актероне ки аллакай соҳиби ном ҳастанд, ҳамин гуна филмое ки аллакай апай муфайкар қайд карданд, филм месозанд ки на барои фестивал, балки барои одамон бошад, барои ҷамъият бошад. Ҳамин гуна филмҳои осон, сабук ва ҷолиб бошанд ки шахсон, мардум, ҷамъият онҳоро нигоҳ кунанд. Как минимум они место занимают. Я об этом хочу сказать, как относитесь. Вы знаете, Хубон, то, что почему приглашают блогеров, почему приглашают певиц, там, из-за просмотров, из-за того, что у них много подписчиков. Но есть одно но. У меня немного подписчиков. Я не стремлюсь к тому, чтобы сделать свою аудиторию до миллиона довести. Хорошо, миллион это слишком много сказано. Хотя бы 50 тысяч или 100 тысяч. Я не стремлюсь к этому. Я работаю чисто. Понимаете? А в основном, если так подумать, ну, я не знаю, я обычно далека от этого. В каком плане? Я не рекламирую себя. Если у меня кто-то историю сделает, я, добавить в историю мекунам. Вот. Единственное то, что меня смущает, когда боты говорят, да? Бот. Гив дар бисёри ҳолат гив ва бот мегӯянд, рости подписчикои ман ҳамаш реальные. Одамои зинда. Чиқа 1 миллион вай одам метавонад ёбад подписаться кунад вай ситора ба. Ман бовар надорам, бовар кунед, ман намедонам. Ман як чиза ба худ вай кардам ки аввал якум бор вақте ки инстаграм кушодам 17,000 шуд. 17,000 шуд. ҳама одамои зинда. ҳамо 17,000 аз ман дуздиданд. ҳамона дуздиданд 2 сол пеш. Баъд ҳамин шуд бо омада 21 март, иди Навруз ба. Сделали мне подарок, да? Украли у меня все. История с голландской розой повторилась. Да. И я сижу у себя в гримерке, думаю, что делать. Позвонила Урзу Исоеву. Я говорю, Урзу, Джома, такая проблема. Говорит, ты где? Я говорю, на работе. Я сейчас приеду. Он приехал, сделал прямой эфир, там, я не знаю, вот что-то подписываетесь туда-сюда. И у меня как понеслось опять подписчиков. Я говорю, вот как делается, да, это все? Да. Это учись. Не, ну я, Хубонджон,
Я не знаю, вот мы были на съемках, ты, наверное, заметила, что Да. я не особый любитель там, как бы... Снимать истории. Транслировать, да, процесс съемок? Нет, может быть, возраст мой не позволяет мне, мгм. потому что это качество больше идет молодым. Нет, я не соглашусь, вы в прекрасном Не, возрасте. не. Вы можете делать все, что хотите. Абимов Пайкар. Не, я знаю, но тем не менее я как-то смущаюсь, почему-то, возможно, вот наше то воспитание, советское воспитание нам не позволяет этого. Поэтому я бы Кстати. хотела бы, чтобы в наших фильмах, вот, в этих сериалах, которые ребята снимают, участвовали, конечно, профессиональные актеры, профессиональные актрисы. Да, есть ребята, у которых талант от Бога. И есть и такие. Да. Я приветствую. Но по-любому надо этому мастерству актера хотя бы 10 дней, я не знаю, месяц поучиться. Мгм, мгм. Да. И понять, что это за профессия. Кстати, совсем скоро выйдет, можно об этом сказать? Да, Фильм можно, «Кышлоки можно. Сангин», в Да. котором принимали участие как Хубон, Я так был- и другие люди, но Вон основную роль актриса. Не-не-не, играла потом Абимов Хайкар, вот Пайкар. Хубон, Продвижение. актриса от Бога. Абимов Вы Пайкар. талант от Бога. Я заметила. Скажите, пожалуйста, вот получается, вы же много, вот проектов сейчас много на самом деле, Да. и в которых вы принимали участие, но для вас наиболее интересным и который вот запомнился, вот какой именно проект был? Вы знаете, проектов действительно было очень много, особенно вот я люблю работать с молодыми, начинающими ребятами, которые стремятся снять что-то Мгм. и оставить свой след Мгм. в истории Таджикистана, в культуре Таджикистана. Я работала с Бахридини Сабури в Мгм. сериале «Касригам», я работала с Набиджон, я работала с Сулаймон Сафаров, я работала с Музафаром Шудиевым. Ну, со всеми ребятами, практически с теми, кто уже стал медийными, Мгм. будем так говорить. Вот последняя, крайняя работа, буду говорить, крайняя работа была с Ильгомом Фозиловым. Мгм. Этот энтузиазм этого парня меня просто убил. Он покорил меня тем, что он, несмотря на то, что насколько снимать тяжело сериал, он сам купил материалы, Мгм. он сам нашел швею профессионала, он пригласил нас всех, чтобы снять с нас мерки, чтобы шить нам платья. Он заказал с Турции вот эту всю красоту, Да, то, украшения что мы вы заказывали. да. видите, да, вот эти украшения. Мгм. С Турции все это заказал. И когда мы поехали на съемки, я когда видела, что этот парень все сам делает, я была в шоке. Я ему единственное сказала, я говорю, ты знаешь, тебе сложно будет. Сложно в чем? В том, что когда ты начинаешь какой-то проект, у тебя должен быть ассистент по актерам, ассистент по режиссерам, помощник, кухня, все. А этот человек все вот на свои плечи возложил. Это Мгм. очень сложно. Нельзя так делать, потому что ты должен думать о роли. Я говорю, хорошо, что ты сам режиссером не был. Режиссер был Зоир. Да, режиссером был Очень Зоир. хороший парень, который тоже учился в Москве. Очень умничка. И мы когда стали работать, я видела, как он раскадровывает кадры, все это делает. Мне очень понравилась его работа. Я надеюсь, в дальнейшем мы опять будем работать, потому что этот проект Ильгома, честно говоря, когда были готовы тизеры, и я это бросила, но я долгое время не могла понять. Он мне говорит, рельс. Я говорю, да у меня не получается, это рельс или рельс. Но в конце-то концов это все получилось. И все стали задавать один вопрос. Когда выйдет фильм? Когда выйдет фильм? Вы знаете, честно говоря, если вы мне не верите, я могу вам показать свой телефон. Все в один голос. Какой шикарный костюм, какая шикарная природа. Это где? Мгм. И когда же наконец-то выйдет фильм? Когда будет премьера? Это будет в дисках, мы можем посмотреть. Или куда, в каком кинотеатре? Он привлек внимание. Мгм. Он сделал так. Да, сейчас ребята там на Биджон, Сулаймон, они снимают сериалы, но это современные. Но это то, что сделал Ильгом, я ему скажу браво. Не каждый может взяться за такой тяжелый процесс. Это очень тяжелый процесс. Согласна, это очень, Очень, тяжелый да? процесс, да. Очень. Я даже видела, когда бедный Ильхом на кухне сам готовит еду для команды. Да. Вы понимаете, насколько ему было тяжело. Но я надеюсь, в следующий раз уже все будет. Не, да? мы ошибки учли. Да? Ошибки учли, да. Были свои Да, нюансы да, и да. детали, да? Да. Я рада тому, что Ильгом, я, Зульфия Садыкова, вот мы как бы двое взрослых были там на этой площадке.
условия того, чтобы отдохнуть, гостиница. Условия были замечательные. Было такое даже, что на нервах уже, когда идут съемки, уже время 2-3 часа ночи, и на нервах это все, это очень тяжело. Были как бы споры кое-какие, но все в пользу. И все это было сладко. Я посмотрела тизеры всех персонажей. Мне очень понравилось. То, что команда эта, Хубон, Ильгом, Зоир, кто еще там был? Бобош был, Акиназар был. Да. Вот все эти ребята действительно работали. Несмотря на то, что были трудности, несмотря на то, что, да, чего-то там не хватает, да, какого-то комфорта нет, но мы это не чувствовали. Все было замечательно, и я надеюсь, что и фильм, который ребята сделали, будет замечательным. Бале, ҳамаи бесаброна мунтазири баромадани ин филм ҳастем. Столько приятных слов, если честно, я хочу встать и уйти. Недостаточно. Все, девочки. Я хочу еще одно сказать, я извиняюсь, конечно, когда был кадр, где Хубон играет мою. Один кадр, почему-то меня добавили, мне не сказали, и такие, ты снимаешься. Будем так говорить, что она играла моего личного бухгалтера. Да, я везде, кстати, человек, который ведет счета. Она это любит делать. Я люблю. И я, когда посмотрела, первый раз человек вышел и так, знаете, так дипломатично, так все взглядом, там, да, хоп, шуда с хонум. Я говорю, молодец. Не, молодец. Есть какие-то вот качества. Я, если честно, при том, что мы 3-4 дня были вместе, постоянно мы как бы помогали, Апимов Пайкар со всеми. В процесс съемки идет, ты участвуешь, ты смотришь, все нормально. И тут мне говорят, и в этот момент Зуир говорит, тишина на площадке! Сцена 2, дубль 2, что-то. И я смотрю, у меня сердце остановилось, и Апимов Пайкар уже в роли, она сидит. И мне такие, ты просто должна сказать одно предложение. Я такая, я надеюсь, что это вырежут, но если это не вырежут, но спасибо большое, Пайкар. Спасибо. Тогда мы будем ждать с нетерпением премьеру. Я надеюсь, что это не первая и не последняя ваша работа с этими молодыми, талантливыми, как вы заметили, людьми. Апимов Пайкар, скажите, пожалуйста, почему вообще вот ваш выбор пал именно на эту профессию? Потому что я, в принципе, вообще не думала об этой профессии. После окончания школы я хотела стать педагогом. У меня мечта была поступить в пединститут. В советское время нас было 3 подружек, мы как бы дружили с 1 класса по 10. И мы поставили цель, что мы поступим втроем в этот пединститут, вот, станем педагогами. Но выбор пал на совсем другую профессию со стороны моих родителей. У нас объявили набор в учебу в Москву. И с Таджикистана должны были собрать студию, таджикскую студию, чтобы учиться в Москве. И вот я одна из них, которая попала в эту студию. 4 года я проучилась в Москве, в театральном институте имени Щепкина. Это тогда называлось Императорское училище. Императорское, потому что это одно из самых старинных училищ того времени. И первый год учебы в Москве мне давался очень тяжело, потому что как бы я никогда не покидала родину, никогда не была далека от своих родителей. Меня воспитали настолько, что все для тебя, все, что ты хочешь. Ну, вот. И так получилось, когда я поехала учиться туда. Я не хотела, честно говоря, стать актрисой. Я говорю, на первом полугодии пусть меня исключат. Вот, будь здорова, как говорят, хакасрост. Вот. Я не стремилась к тому, чтобы стать актрисой, но мои родители почему-то этого хотели. И тем более учеба в Москве в советское время, это было очень престижно. Я первые полгода просыпалась очень поздно. Пропускала занятия специально, чтобы меня исключили. Потом однажды, отец, когда отцу позвонили с Москвы в Душанбе, ваша дочка вот так и так пропускает занятия, у нее такая неуспеваемость, все такое. Отец срочным прилетел, и мы сели с ним, он
дал мне очень дельные советы, которых я до сих пор придерживаюсь. Он мне объяснил. Я сказала: все, пап, я буду учиться. И учеба пошла. Потом уже я сама стремилась к тому, чтобы достичь всего. Ну, всего в каком плане? Вы знаете, девочки, там учиться очень было сложно. Были такие случаи, что мы в институте оставались спать для того, чтобы завтра показать, допустим, роман Достоевского «Преступление и наказание», мы должны какой-то отрывок с этого показать педагогам. У нас были самостоятельные работы. И вот так у меня появилось как бы вот это желание стать актрисой. Як бори дигар исбот мешавад ки интихоби падару модар бисёр ҳолатҳо бар тарафи мусбат аст ва ба мо фоида мекунад. Албатта на ҳама вақт. Да. Вот смотрите, актер, хороший актер. На ваш взгляд, какими навыками он должен владеть? Какие качества должны быть вот особые? Вы знаете, хороший актер, он должен все уметь. Он должен уметь скакать, он должен уметь плавать, он должен, допустим, я не говорю, чтобы с 10-го этажа прыгал, конечно, но с какой-то высоты определенной прыгать. Он должен уметь фехтовать. Потому что все это нужно актеру. Все. Он должен быть пластичным. У него должен быть очень даже сильный слух. У него должна быть ритмика, у него должен быть голос. Допустим, вы знаете, вот Шарухан, да, он не красавец, но в нем есть харизма. Да. Есть вот в нем что-то. Да, вот посмотришь на него, говорю, боже мой, ну, настолько он страшный. Но когда на экране ты его видишь, вот этой харизмой он тебя берет. Да, вот видите. Я уже бегу к нему мысленно. Вот поэтому у хорошего актера должны быть все эти качества. И актер должен работать над собой. Уметь перевоплощаться, да? Работать над собой. Вот есть книга Станиславского, да, «Мастерство актера». Это работа над собой. Мы с первого курса, начиная по 4-й, всегда читали эту книгу. Там, допустим, если сейчас Фарида что-то сделает, я скажу: я тебе не верю. И там есть такое: я не верю. Я не верю. Ты сделай так, чтобы я поверила в твои слова, в твой взгляд, в твое поведение. Ну, это, будем так говорить, в общих чертах. А должен быть один образ. Сейчас скажу, вот, допустим, скажут: Хубон, заплачь, пожалуйста. Виризара дает отбер. Господи, дай мне хоть одну слезинку. И плакать тоже надо уметь. Апи Мухбайкар, вот сейчас вы должны будете заставить нас поверить. Да. Потому что мы придумали такую мини-игру. Мухбайкар закашивал. Да. Хубон, ты готова? Я? Да. Хорошо. Я же была с Апи Мухбайкар на съемках, я всегда готова, когда рядом Апи Мухбайкар. Получила бесплатные мастер-классы, Апи Мухбайкар, у вас самый выразительный взгляд. Да, мы ранее говорили об этом, что вот о нем ходят легенды, что вы можете поднять человека одним взглядом на 7-е небо. Ну, акуни. Да, хамхэ. И одним же взглядом вот так приспустить на землю и уничтожить. Одним взглядом. Вот без слов. Кто-то скажет Рафаэла вместо 1000 слов, а я скажу взгляд Апи Мухбайкар вместо 1000 слов. Поэтому давайте вот, мы хотим, чтобы вы показали нам, посмотрите на нас с радостью, с гневом, с любовью, с разочарованием и с грустью. Это вот так сразу все вместе? Можете вот на одну нашу камеру, да, показать. Посмотреть, показать, да. Так, сначала там идет... Посмотреть с радостью. Это была радость. Это была радость. А теперь с гневом. О. С любовью. С разочарованием. Есть. И с грустью. А теперь, Апи Мухбайкар, мы все смотрим на вас с большой любовью. Спасибо большое, что вы пришли. Любим вас. Час прошел очень быстро. Вот очень быстро прошел вот этот час с вами. Вам с нами было весело? Очень, очень и очень. Я, девочки, честно, сидя с вами, я, наверное, лет на 10-15 помолодела. Вы выглядите лучше, поверьте. Я к чему это говорю? Потому что от вас идет такая энергия позитивная. Вы такие все красивые. Спасибо. Такие очаровательные. Я желаю вам, каждый из вас,
это главное женского счастья. Да. Спасибо. Женского счастья. Спасибо большое. Люблю вас, берегите себя. Спасибо большое. Мухбайкар. Ташаккур зиёд ки омадед. Это было шоу Шоу «Девчат». «Девчат». В студии были Ганджина, Хубон, Фарида и, конечно же, актриса театра и кино великолепная Мухбайкар Йорова. Еще раз спасибо за то, что пришли к нам сегодня. И, кстати, не забудем также про наших генеральных спонсоров. Это Ян Косметикс. У этих ребят прям классная уходовая косметика. Можете зайти в Инстаграм, подписаться на них, это в лучшем случае, и, конечно же, заказать у них продукцию. Это были «Девчата». Всем пока-пока. Услышимся в следующий четверг. Новое радио.